Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для близнецов. Посмотрим, какой это будет месяц для вас. Карта месяца у вас паж чаш. Начало месяца, середина месяца и окончание. Все карты у нас вышли старших арканов. Карту на отношения, карту на работу, карту на деньги, на здоровье и итог месяца. Подсказывать будем на цыганской колоде. Итак, у нас выпадает паж чаш. Карта просто замечательная для того, чтобы, знаете, вот реализовать себя в сфере, как то, что мы любим делать, да, то, что мы, к чему мы предназначены. Вот в том, что доставляет нам радость. Это замечательная карта и для влюбленности. Это замечательная карта для детей. Может быть, для кого это важен вопрос, да, вот именно в детской теме вы можете очень хорошо продвинуться, решить какие-то важные проблемы и со здоровьем, и с обучением, и с реализацией, да, вашего ребенка. Хорошее время для того, чтобы устроить детей в садик, найти хорошего преподавателя. Ну, в общем, замечательное время для того, чтобы с детьми работать. И еще эта карта и такого чувства теплого к своим близким, к друзьям, когда нас действительно ценят, и мы можем с открытой душой жить, когда мы можем не скрывать себя, когда мы можем не притворяться, да, быть собой. Вот для близнецов это замечательный просто месяц, когда вы будете вот счастливы. Также эта карта очень часто связана с новым каким-то жильем, с новым домом. Может быть, кто-то переезжает на новую квартиру, кто-то в ипотеку квартиру берет, приобретает, да, и вот здесь вот могут быть вот такого рода еще дела. Также эта карта для окончания какого-то дела, ну, допустим, были какие-то у вас трудные обязанности, обязательства, да, и вот вы оканчиваете их, и вы свободны, и вы чувствуете, что вы можете делать что угодно, идти куда угодно, быть собой. В общем, просто замечательная карта. Также эта карта связана с работой желудочно-кишечного тракта, да, то есть если у кого-то были сложности, проблемы с этим, то вот здесь будет улучшение. Так, что еще? Хорошая карта, которая отражает народ или болельщиков. Знаете, когда вот большое количество людей, толпа собирается, да, вот может быть кто-то будет участвовать в каких-то мероприятиях, кто-то пойдет на какой-то концерт, на матч. В общем, там, где вот много-много людей, и это доставит вам удовольствие. А теперь начало месяца, карта звезды выпадает. Это замечательная карта для того, чтобы у нас появились какие-то новые надежды, новые желания. Или начали исполняться какие-то давние наши мечты. Это может партнер встретиться такой, который нам по судьбе предназначен. И вообще любые события значимые, которые будут проходить в этом месяце у близнецов, это как раз события по судьбе. Посмотрите, все три карты у нас старшего аркана, значит, события кармические. Они действительно будут менять жизнь. И не зря вот у вас здесь карта характеристики месяца как паж чаш, да, то есть это самореализация, это какой-то дар от судьбы, который нас радует. Вот, и у кого уже, смотря какая сфера будет задействована. Может быть, у кого-то в отношениях этот будет дар-подарок, да, у кого-то в работе и так далее. Также эта карта говорит о том, что вы будете, возможно, учиться, да, участвовать, может быть, удаленное обучение или удаленная работа, которая вам удовольствие приносит, и вы можете здесь вот многое реализовать в себе. Ну и также хорошее время для того, чтобы как-то измениться внешне, да, вот как-то, может быть, выглядеть не так, как другие люди, привлекать к себе внимание. И середина месяца у нас колесо фортуны. Колесо фортуны всегда очень
точно показывает, что в жизнь приходят какие-то события, на которые мы не влияем, да, или которых мы не ожидали. То есть это просто время пришло. У кого что здесь будет, давайте дополнительную карту посмотрим. Ну, в основном здесь вот будет связано с информацией и с приходом каких-то новых людей в вашу жизнь. Какая-то новая дружба, новая любовь. И, может быть, это только начало, да, когда мы только знакомимся здесь. Ну и если, допустим, у вас уже есть партнерство, если у вас уже есть семья, то тогда это будет все равно приход, может быть, новых людей в вашу семью, да, это может быть новые друзья, новые соседи, которые вот как-то повлияют, это может быть рождение детей, это может быть, если у вас дети взрослые, у них будет знакомство, да, то есть, ну, в любом случае вот что-то меняется именно в сфере отношений. А теперь окончание месяца выпадает жрица. Карта, связанная с домом, с недвижимостью, опять же, с близкими людьми, с переменой, может быть, статуса какого-то, да, вот, допустим, в семье кто-то становится мамой, кто-то бабушкой, и, ну, как бы, то же самое там к мужчинам относится, да, там дедушка, папа, или, может быть, кто-то там женился, кто-то развелся, или еще что-то такое, то есть в любом случае вот именно перемены происходят в семье. Но также, если это не касается отношений карты, то она очень часто касается творчества. Когда мы начинаем развивать какие-то свои таланты, они вот как-то открываются у нас или как-то запрос на них приходит, да, от других людей. И вот как-то события складываются так, что нам вот именно в этом направлении начинает вести, мы начинаем себя раскрывать, мы начинаем учиться чему-то очень важному, да, то, что изменит нашу жизнь, меняем, может быть, работу, меняем направление, тему в деятельности, может быть, переезжаем, то есть очень часто по Луне и такое может быть, так как у нас Луна отвечает за эту карту, да. Вот. Также здесь могут быть перемены и такого более личного характера. Допустим, новая диета, новый образ жизни, новая пища какая-то, да, может быть необходимость поменять место жительства, это может быть там наследство какое-то или еще что-то. В общем, что-то такое, что меняет нашу жизнь очень сильно, да, кардинально. А теперь отношения, вот у нас специально для отношений карты девятка пентаклей, чуть не сказала бубновая. Девятка пентаклей – это, в принципе, карта личного развития, карта личных достижений и, может быть, когда нам нужно удовлетворить свои какие-то потребности, да, то есть здесь как будто бы вот для того, чтобы даже в партнерстве нам было хорошо, да, для того, чтобы наши отношения были хорошие, нам нужно уделять внимание себе, покупать то, что нам нужно, в общем, проводить время так, как нам нужно, заниматься своим здоровьем, заниматься своей внешностью. Вот это очень важно, чтобы мы не растворялись в партнере, а вот именно как-то укрепили личную сферу. Может быть, это образование, может быть, это просто давно вы вообще не заботились о себе, все время думали о других. Вот пришло время. И это укрепит отношения, укрепит. А теперь те, кто в поиске партнера, десятка бубновая говорит о том, что вполне вы можете познакомиться сегодня, вернее в этом месяце, с человеком новым, человеком интересным, умным, который, может быть, удивит вас чем-то, да, это может быть человек, который напишет вам сам, или вы по переписке познакомитесь, или, может быть, он с вами вместе учится, или он, может быть, вместе с вами работает, в общем, или кто-то даже познакомить может вас, в принципе, с этим человеком, то есть вы его раньше не знали, да, теперь вот эта встреча состоялась. Для тех, кто в паре, выпадает туз червовый. Карта говорит о том, что очень много будет зависеть от мужчины в этом месяце, от того, как он общается со своей партнершей, да, от того, как он себя ведет, работает ли он, зарабатывает ли он, да, то есть вот полностью активность мужчины, она будет определять отношения.
Вот, и поэтому нужно, конечно, заниматься обязательно этими вопросами, чтобы вот в ваших отношениях все было хорошо. Потому что если, допустим, у мужчины там нет работы, или он проявляет как-то, наоборот, не проявляет активность, да, то проблемы могут быть обязательно. Вот, очень важно как раз вот, чтобы мужчина заботился, да, чтобы он был ответственный, чтобы создавал такую безопасность для пары. Для тех, кто в ссоре, валет пиковый. Карта говорит о том, что вполне возможно у вас или у вашего партнера появятся новые какие-то отношения, новое знакомство, да, и может быть, даже вы и сами не захотите продолжать отношения. Либо вы договоритесь, да, и ваши отношения будут уже совершенно другими. То есть они не похожи будут на те, которые раньше, да, то есть они будут более доверительные, они будут более открытые, искренние и больше никак. То есть если не так, то лучше вообще с этим человеком вам дела не иметь. А теперь работа. Выпадает карта Солнца. Замечательная карта достижений, как бы мы можем и должность новую получить, нас могут заметить, нам могут денежек добавить и так далее, и так далее. То есть карта Солнца – это самая замечательная карта для карьеры, да, то есть она как раз и символизирует карьеру, как бы деньги, заработок хороший, высокое положение, уважение и так далее. А для тех, кто в поиске работы, восьмерка – трифовая, может быть должность высокая предложена. И карта говорит о том, что не соглашайтесь на то, что вам не нравится или вам не подходит. Желательно, конечно, вам все-таки нацелиться на руководящую какую-то должность. И тогда, либо вот та должность, которая вот реализует вас как специалиста. И вы прям в этом месяце можете ее получить, но придется, скорее всего, подождать. Скорее всего, это будет не быстро. А для тех, кто уже работает, да, выпадает туз трифовый, карта говорит о том, что вы вполне можете начать какой-то новый цикл у себя вот в вашей деятельности. Может быть, это действительно на новом месте работы, да, может быть, это даже та же самая организация, но новая должность или новый проект какой-то. Но, скорее всего, здесь вот какая-то руководящая работа, когда под вашим началом есть другие люди. Ну и также эта карта еще и какой-то сделки удачной, да, может быть, будет какое-то у вас, какая-то победа, вот как раз связанная со сделкой, которой вот, может быть, вы давно стремились, да, которую давно стремились заключить. А также это еще и предложение какое-то очень хорошее по работе. Для тех, кто своим делом занят, выпадает дама червовая. Карта говорит о том, что у вас могут быть какое-то резкое улучшение ситуации в вашей деятельности. Может быть, вы расширяете сферу деятельности, да, территориально. Может быть, какие-то новые сотрудники приходят, которые вам помогают очень хорошо здесь развиваться. А также здесь еще может быть переезд, допустим, в другой офис или из офиса там домой, из дома работы, допустим, да, или что-то еще вот такое, какая-то неожиданная ситуация, которая обязательно будет к лучшему. Давайте денежки посмотрим. Здесь у нас выпадает Иерофант. Карта очень хорошая для денег. Это значит, что мы сами хорошо зарабатываем, получаем вовремя зарплату, да, и получаем вовремя деньги, сделки у нас совершаются, плюс подарки еще, которые могут приходить от близкого окружения. Для тех, кто на зарплате девятка пиковая, у вас все стабильно. Зарплата, в принципе, будет достойная. Особенно если у вас повышение в должности, то тоже такой хороший оклад. Да, вы будете чувствовать финансовую безопасность. И те, кто своим делом зарабатывает, здесь не только их заработок, но и заработок от семьи. Особенно хорошо, если у вас семейный бизнес, да, то вот семейный бизнес хорошо деньги приносит. Либо здесь действительно могут быть деньги от родителей, членов семьи, партнеров и так далее. И очень хороший показатель на сделки с недвижимостью. Продажа, покупка, вот это все очень хорошо будет проходить. Здоровье. По здоровью выпадает король жезлов. Карта, которая говорит о том, что вам для здоровья обязательно нужно движение и новые впечатления.
Если вы засиделись, если вы давно не были в отпуске, или у вас просто работа, которая вот приковывает вас к столу, да, то нужно обязательно включить в свой распорядок движение. И общение тоже важно. Общение с людьми, которые с вами как-то одной как бы системы мировоззрения, что ли, придерживаются, да, то есть люди, с которыми вам есть о чем поговорить, вот вас это как-то наполняет. То есть не только питание влияет на наше здоровье, не только сон, да, но еще и общение и впечатления, они тоже очень важны для здоровья. Для тех, кто болел, вот эта карта прям выздоровления, замечательно здесь все будет. И знаете, желательно здесь нацеливаться, вот, допустим, если у вас есть какое-то заболевание, и вы знаете, что что-то вам помогает в излечении, да, нужно здесь настраиваться на длительный процесс. Нельзя за один шаг здесь что-то решить. Нужно вот прям долгое время там пить траву, допустим, да, или еще что-то такое. То есть именно длительный процесс для излечения очень важен. И здесь все-таки идет лечение теплом. Да, очень важно. Теперь итог этого месяца у Близнецов выпадает карта Мир. То есть лучше не придумаешь. Самые лучшие достижения, исполнение желаний. Если мы встретили кого-то, то это наша половинка. В общем, карта говорит о том, что мы достигаем максимума в этом месяце и исполняются очень многие из наших желаний. Тем более эта карта Мир говорит о том, что здесь действительно новый период жизни у нас начнется. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!